эфире телеканала «Вся Уфа» программа «Сообразим на троих». И говорить мы будем сегодня о серьезных вещах, несмотря на праздники. Сегодня, например, станем обсуждать политическое нововведение в стране. И мы, ведущая общественно-политической программы Оскар Фазлыев и я, Светлана Валиева, постараемся помочь нашим зрителям разобраться, что происходит на политическом небосклоне. А своими соображениями на эту тему поделится наш гость, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований Республики Башкортостан Азат Бердин. Азат, здравствуйте. И начнем мы с того, что вот под занавес минувшего года Владимир Путин подписал указ о стратегии национального развития на очень долгий срок. О стратегии национальной политики. Да, до 2027 года. То есть, и я, вот, как у меня, как обывателя, человека далекого, допустим, от каких-то научных исследований, интересует, что до этого у нас было вообще все плохо в национальной политике. Да, то есть, или почему понадобилось под Новый год этот указ делать? То есть, получается, что вот, кроме праздников еще и совсем обострена ситуация в национальной политике? Вы знаете, дело вовсе не в том, хорошо было или плохо. Дело в том, что стратегия сама по себе есть необходимый элемент политики любого государства. Вот. И в данном случае мы долгое время жили без строго определенной стратегии именно о том, что нам надлежит делать в этой области. Национальная политика имеется в виду. Национальная политика имеется в виду. А в ней еще накапливается все больше и больше различных проблем. То есть вот эти проблемы меня интересуют. Не, мы больше до этого занимались экономикой, на самом деле. Потом немножко занимались там развитием политической Нельзя системы. заниматься отдельно тем и этим. Если мы чем-то не занимаемся, значит, мы просто пропускаем это дело. Что касается вот этой стратегии, она, точнее ее проекта, вызвал очень большие споры, настолько, что реакция, особенно реакция Уфы, научного сообщества Уфы, вызвала большой и удивленный, я бы сказал, такой интерес в Москве. И, в частности, вы там удивились, что в Уфе есть люди, которые могут не соглашаться с точки зрения и именно, мнением, там, допустим, именно, московских каких-то... Я могу привести пример. В рамках социологического конгресса приезжала Леокадия Михайловна Дробежева со своей командой. Вот. Они приезжали в том числе в наш Институт гуманитарных исследований, и, в общем-то, вопрос был простой: что у вас тут происходит? В смысле, почему такие споры вокруг стратегии национальной безопасности? Это, конечно, национальной политики. Национальной политики. Да. Вот. И знаете, обсуждение было очень конструктивным само по себе, хотя с точки зрения изначально были противоположны. Что именно все-таки вызывает конфликт? Знаете, почему было так резко сначала воспринято уфимским, башкирским научным сообществом эта стратегия? В частности, там была попытка ввести в национальную политику представление о территориальных, ненациональных образованиах. Это фактически изменение Конституции Российской Федерации и конституционного устройства. Да, конечно, это так не было написано. И нам говорили, откуда вы это видите. Но мы объясняли, если это стратегия национальной политики, то при чем тут территориально-административное образование? Ведь ясно, что это... то есть это вот развитие того, что сейчас говорит Прохоров, да? О том, что уйдем от национальных республик, перейдем к каким-то территориально-экономическим образованиям. Размоем автономии, но если... Точнее, не развитие, а наоборот пробный шар в этом направлении. Прохоров, это был, высказывания Прохорова были еще одним пробным шаром в этом направлении. А тем не менее, если вы говорите, что это пробный шар, но это в стратегии национального развития, это уже нашло отражение. Как сказать, она была сильно смягчена. Теперь она опять ваши пожелания, ваши протесты или, скажем, ваше несогласие было учтено при формировании окончательной редакции тех документов? Нет, там, я думаю, я так поняла, что были удивлены реакцией, но при этом это все осталось, да? Как сказать, она приняла более такой компромиссный характер, эта стратегия сама по себе. Более того, и сейчас тоже идет выбор пути, понимаете, и наверху он тоже идет. Это вот видно и по последнему посланию Путина. Когда разном своем обществе нравится или наоборот не нравится в нем. Кстати, я говорю, по-моему, я повторяюсь, я где-то уже об этом говорил, но уже Андропов пытался уйти от национально-территориального образования, которые были в Советском Союзе. Знаете, Оскар, то, как он пытался или не пытался, это настолько гипотетично в действительности, что об этом даже говорить не стоит. А говорить стоит о чем? Даже он этого не стал делать. Если модель автономного устройства там, России, допустим, хорошо работала в течение 70 лет при Советском Союзе. Она работала и до. Я говорю, в Царской империи она работала, в принципе, примерно по тем же канонам. То есть государственные мужи, которые советовали тому же главе государства внедрить в эту стратегию какие-то там исключительные факты, которые они хотят, да, чтобы продвинуть. Зачем понадобилось, допустим, рушить то, что разрушено? Или в течение 20 лет все это рушилось и так? И поэтому мы жили без стратегии?
Я бы не сказал, что в течение 20 лет все это рушилось. Понимаете, дело в чем? Ведь почему происходило так, вот, как вот упомянул Оскар, почему у нас существует национальное территориальное устройство страны? Потому что это соответствовало совершенно определенным историческим факторам. Ведь страна была, Российская империя, она была просто разгромлена, разорвана, исчезла с лица географической карты мира. И собрать ее удалось... Это после Октябрьской революции. Да, точнее, после февральской революции. Вот, она начала расползаться, и началась страшная гражданская война, которая унесла у нас 11 миллионов жизней. 11 миллионов жизней, не меньше. Вот. И собрать ее опять воедино, причем очень быстро. Так быстро, что отпавшиеся куски не успели обособиться и превратиться в нечто отдельное. Собрать ее, причем собрать из разоренной страны великую сверхдержаву, удалось только на совершенно новых условиях. Эти новые условия, которые воплотились в Союзе Советских Республик, да, то есть в Союзе национально-территориальных автономий, вот, формально, конечно, при единой и достаточно жесткой основе. Вот. Они, конечно, воплотили в себе лучшее, что было и в Российской империи. В Российской империи тоже были свои автономии. Великое княжество Финляндское, например, царство Польское раньше, еще ранее Войско-Башкирское, еще ранее Калмыцкое ханство и так далее. Почему это происходило? Потому что на просторах Евразии существуют достаточно большие этносы со своим путем, которые Россия просто не в состоянии ассимилировать. И при этом они уже сложились они очень давно сложились. Да, зачастую гораздо раньше, чем русское государство. По-разному. Важно, что они могут при этом в Советском Союзе каждый этнос чувствовал себя представителем великой державы. Да, то есть представителем большой страны. Конечно, совершенно верно. Разрешите, я еще внесу маленькую ремарочку. Когда националисты говорят о том, как было плохо в Советском Союзе, они сильно лукавят. Потому что им было хорошо, да? Как сказать, проблемы были, они есть всегда. Но ведь тогда никто, почему не упячил на первое место башкирты, русский, чуваш или мордвин? И при этом каждый чувствовал себя башкиром, русским, чувашем и так далее. И при этом чувствовал себя представителем великой державы, советского народа, за которую не стыдно. Потому что тогда была национальная идея. Ну, не стратегия национальной политики, а национальная стратегия. Вероятно, государственным уже сейчас и пытаются вот эту национальную идею, то есть общность, народ, вот российский народ Вся проблема нашей дискуссии с Дробышевой в том числе заключалась как раз в том, что вот мы и сказали, понимаете, вот вы говорите об общенациональной гражданской идее. Вы правильно говорите, что она должна быть гражданской. Но на чем нам ее основывать? На чем? На труде Вацлава Абрамовича, что ли? Понимаете? Вот проблема. Из этого и надо исходить. Ну, нет у нас пока такой идентифицирующей идеи, общей идентифицирующей, наднациональной. Понимаете? А если брать, скажем, русскую национальную идею, вот в таком этническом национализме, она, наоборот, только разрушать будет страну. Потому что она немедленно вызывает реакцию. Резкую. К сожалению, вот эти мотивы подъема русского национализма, они тоже стали проявляться. Они понятны, но понимать еще не значит принимать. Нет, ну просто скрепы государственные рассыпались, правильно? И появились любые... Ну это вот как в свое время, скажем, у нас... Как товарищ Путин говорил, да? Где же наши духовные скрепы? Тут он прав, кстати говоря, когда многие иронизировали над этим выражением насчет духовных скреп. Но ведь в самом деле у нас сейчас не хватает, про это уже долго говорят, именно не только единой национальной идеи, ее нельзя взять и написать, но именно определенного духовного стержня. Точнее, он есть, но он все больше истончается, и всеми силами радио, телевидение, СМИ, интернет, его наоборот, вместо того, чтобы строить, его все дальше истончают. Нивелирует просто, и все. Конечно. Он достался нам по наследству Советского Союза. Ведь никто не говорит, что надо взять и восстановить Советский Союз таким, каким он был. Это невозможно. Но определенные представления, традиции, представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, их нужно восстанавливать. Над ними нужно работать. Вот только в этом русле и можно восстанавливать вот эту идею. А не проводить эти странные эксперименты по уничтожению того, что осталось. Нет, вы все-таки не ответили на вопрос. Если хорошо работала модель автономии, государственные мужи это прекрасно знают, я не думаю, что они об этом не знают. Почему тогда такие провокации появляются в государственных документах? А потому что это логическое продолжение всей такой либеральной, квазилиберальной политики, которая идет со времен перестройки, все вот эти 20 лет. Я бы сказал так. Либеральный или все-таки некого вектора на унификацию государства, на унитаризацию? А дело в том, что курс на унитаризацию, он лежит именно в рамках либеральной политики, представления о единой нации по американскому образцу. Понимаете, нации, состоящие из людей. При этом в США каждый штат вообще имеет свое законодательство. Так это же штат. Но при этом не существует, понимаете, национальных штатов. Ну, согласен, но они и образовались по другому принципу. Вот именно. А у нас это мы-то здесь, извините, каждый живем уже тысячелетия. Правильно. А у нас именно не сообщество мигрантов, как в США, а именно сообщество, союз
народов, которые вынуждены были жить на этой территории. Я думаю, что этот спор мы продолжим чуть позже. Реклама на телеканале «Вся Уфа». Напоминаю, на телеканале «Вся Уфа» вы смотрите общественно-политическую программу «Сообразим на троих». Мы ее ведущие, Оскар Фазлыев и я, Светлана Валиева. Говорим о серьезных вещах. Сегодня с нашим гостем, старшим научным сотрудником Института гуманитарных исследований Республики Башкортостан, мы обсуждаем влияние российских законодательных нововведений на политическую жизнь, в том числе и республики. И нам важно услышать ваши соображения. Так что, Азат, вы можете продолжить спор, который вы начали с Оскаром до того, как мы ушли на рекламу. Ну, я бы не сказал, что это был спор. Все-таки это было... Обмен мнениями. Хорошо, да, это был обмен мнениями. Все-таки каким образом можно остановить возможно, реакционные силы, которые намерены губернизировать Россию? И почему для России это может быть так губительно? Нет, для Прохорова почему это нужно? Я понимаю, потому что он представляет крупный капитал. Да? Как говорил Владимир Ильич Ленин, да? Транснациональные компании будут править всем миром. И нет такого преступления, на которое пойдет капитал ради достижения прибыли, это говорил Карл Маркс. В принципе, вот это национализация, да, она в принципе, наверное, светит там, конечно. Более того, Прохоров в данном случае только, так сказать, лицо, которое только провело этот пробный шар. В действительности, я уже говорил, это целая политика. Целая политика, направленная на дезорганизацию, скажем так. Понимаете, дело в том, что без унитаризации, упрощения вот этого поля на данном этапе уже невозможно, грубо говоря, распределить то, что осталось. Ведь когда был парад суверенитетов, он же был почему? Именно потому, что невозможно было освоить вот это пространство новой самозваной элите. Вот. Такое слово, как Советский Союз. Да. А сейчас, поэтому они его раскололи. Грубо говоря. Ну, то есть хотели как лучше, да? А теперь ситуация уже другая. Здесь уже все поделено, в общем-то. Вот. И теперь можно переходить к следующему этапу так называемой антисоветской цивилизации. Вот. Эту линию поведения... Ну, скажем так, это все-таки это защитная реакция, я считаю, это линия на консервацию уже устоявшихся межэлитных и экономических каких-то интересов. Нет, я бы так не сказал. Это не консервация, это продолжение того, что было, чтобы окончательно превратить Россию в соответствии с планом Бжезинского либо в полный придаток западному миру, поскольку она придаток, который постоянно погряз в своих внутренних проблемах, где раскол есть перманентное состояние. Либо выгодное состояние для тех, кто... То есть все-таки, Азат, вы сторонник некого там внешнего заговора? Нет, дело не во внешнем заговоре, понимаете, ни один внешний заговор не может быть если нет внутренних условий. Абсолютно я согласен. Совершенно верно. Я считаю, что просто вот сама матрица, на которой сейчас строится страна, да, и это чувствует 90% населения, она несправедлива сама по себе, да, что страна движется не туда, при всех некоторых успехах, компромиссах и так далее. Это понимают все свои населения и социологи, в том числе Дорбышевы. Это показывает. По-моему, излишне оптимистичны не все слои населения, думающие, все-таки часть населения. Не только. Нет. Дело в том, что ведь это оценивается не потому, нравится ли конкретно там Путин или Прохоров и так далее. Это вопросы десятые. Их можно переделать с помощью прессы, там, СМИ и так далее. Есть а вот посмотрите, секундочку, я что хотел сказать. Посмотрите, все свои с разных точек зрения, но считают данную ситуацию несправедливой. Вот эти вопросы задавались. Или посмотрите ситуацию последних выборов. Ведь выборов президента, выборов в Госдуму, обе стороны голосовали именно исходя из несправедливости существующей ситуации. Те, кто против Путина и Госдумы, это само собой ясно, что они считали все это несправедливым и так далее. Да? А те, кто за, они же что говорят, что вы хотите вернуть нам времена перестройки, да? Вот. Вот тот курс, на котором мы сейчас и шли, из которого выбраться не можем. А Путин нам дает, как прагматик, хоть какую-то надежду. Да, я здесь разделяю. Поэтому меня удивляет, что человек настроен на построение некого такого крепкого государства и при этом использует некий момент... государство у нас может быть на каких основаниях? Вот это показал тот же самый Советский Союз при обязательном учете национального фактора. Ну, тогда и Политбюро избирали там с учетом национального президента, потому что были социальные лифты, в том числе и национальные социальные лифты. То есть вот сейчас трудно представить, что там, допустим, грубо говоря, там представитель Якутии или Башкирии попадал бы
некое политбюро, да, которое... нет этого института. Госдуму же попадают. Государственная Дума... Допустим, Сидякин попал от Татарстана. Вы знаете, я бы привел такой пример. Здесь лукавим, Светлана. Как эта ситуация действовала, скажем, в очень трудные годы Великой Отечественной войны. Да? Ведь обратите внимание, ситуации, которая казалась намного хуже, чем сейчас, люди жили очень тяжело. Вот. Но все, в подавляющем большинстве, башкиры, татары, украинцы, грузины и так далее, не просто воспринимали Советский Союз как свою родину, они сражались за нее. Очень тяжело. Они еще сражались за Сталина, как ни странно. Естественно. Нет, я думаю, это естественно, он их лидер, он их вождь. Он заслужил это право. Это, кстати говоря, до сих пор... Советский человек, вспомни, чувствовал себя советским человеком в Казахстане и в Прибалтике. Я бы сослался на мнение нацистского эксперта фон Менде, который анкетировал солдат, попавших в плен, и которые были материалом для татаро-башкирского региона Идель-Урал, регион Waffen-СС, да? И он пришел к неутешительным для немцев выводам, что это уже глубоко советские люди. Невозможно, да? Это были уже глубоко советские люди. Эти люди прониклись настолько советской идеологией, что завербовать их было невозможно. Да нет, почему? И вербовали, и делали из них, из концлагеря, не то, что в Waffen-СС пойдешь, а ну куда. Но дело в том, что заканчивалось это для немцев, как правило, либо саботажем, либо они резали начальство и уходили в леса к белорусским партизанам. Либо, даже если они попадали во Францию, они там работали спустя рукава, они были убеждены в конечной победе Советского Союза. Представляете, враг рвется к Волге. Вот, к Москве и так далее, а они просто говорят, вы еще не знаете, с кем вы связались. Идея, да. Ну и почему так получилось, Оскар, можно я тебя прерву? После 17-го года, там, фактически 20 лет, и за 20 лет сформировали советский народ. У нас прошло 20 лет после окончания перестройки. Почему не сформировалось ничего? То, значит, на самом деле мы стоим на краю пропасти. Знаешь, вот здесь я вижу, можно я маленькое свое мнение? В том, что вот большевистская идея на тот момент, она была заложена, на самом деле заквашена на глубоко расистских, идеологических, национальных, вот общинность, по большому счету. Вот то, что присуще вот этому особому пути российскому, почему-то мы этого стесняемся, говорить, что мы не западные, а вот сейчас нам насаждается чужое западное мышление. Индивидуализация, Нет, у нас климат даже другой. Мы не принимаем в нашем его. климате вот такая снежная пурга. Невозможно хуторское хозяйство. Мы не можем выжить в одиночку. Вы знаете, Оскар, я очень рад, что даже в администрации города Уфы, например, то есть вообще в важных кругах, настолько глубоко проникли традиционалистские идеи, потому что то, о чем вы говорите... Здесь я в первую очередь... Да, он ведущий. Да. В общем-то, вот видите, это еще один пример того, что самые разные слои населения, в общем-то, у нас все еще продолжают мыслить примерно схожим образом. То есть, зная, что такое хорошо, что такое плохо. Частности разные. А вот за 20 лет сломать это не успели. То есть мы знаем, что такое. Сломать не успели. Но, видите ли, вечно продолжаться не может. Вы правильно говорите, 20 лет прошло. Этот слой все больше истончается. Мы это особенно видим по молодежи. Вот сейчас митинги протеста, они менее сильные, чем были в 90-х годах в действительности. А почему они так потрясают общество? Потому что люди чувствуют, что люди протестуют как-то по-другому. У них уже нету тех навыков, какие были вот у нас. Вот у нас был навык дружбы народов, например. Это же не только лозунг. Но самое интересное, вот я недавно буквально был за границей на отдыхе, и меня поразило, что очень много было разных россиян, то есть там были, например, дагестанцы ребята, да, они осетины, они все говорили по-русски, и никто не говорил. Это естественно. Все считали себя русскими. Говорили, о, наш парень, все. Украинцы были, вот узбеки. Это ностальгия по советскому обществу. Да, это еще мало. Язык это еще мало. Язык, да, он объединяет фактически. Нет, но все равно вот на бытовом уровне, я хочу сказать, нет никакого вот противостояния. Это искусственно создают элиты. Пока еще нет. Но именно, чтобы его и дальше не было, надо работать. Потому что в действительности национальная политика и даже сами нации – это продукт ежедневной работы. Нация, которая перестает работать над собой, она распадается. Вот сейчас у нас вот эта гражданская нация, о которой постоянно говорят, да, она еще есть, но кроме гражданства и памяти о прошлом. Нас мало что объединяет. Именно, кстати, поэтому так опасны. Ну, здесь я вот не такой пессимист. Вот почему-то в России принято считать историю России с образованием не московского, а киевского государства, да, там 1000 лет отсчитывают. Хотя я считаю, что вот да, меня дергивают, да, надо дать слово гостю, но я буквально маленькую реплику. Я просил тебя не скучать. Извините. Значит, на территории вот Советского Союза или России нынешней всегда, в принципе, уже как минимум 2000 лет существовали определенные национально-территориальное государственное образование. Правильно? Кочевые были империи, прочие империи. То есть, на самом деле, вот это общество, оно уже существовало несколько тысяч лет. И зачем ее ломать? И об этом очень много говорил в свое время Гумилев, насколько я знаю. Совершенно верно. А вы же еще являетесь редактором журнала «Панорама Евразии».
Ну вот, может быть, про Гумилева что-то скажете? Знаете, что про него? Не, ну именно вот если мы говорим о том, что мы ищем какую-то национальную идею. Я все понял, Оскар. Знаете, да, вы вовремя вспомнили об этом, поскольку в этом году, в уходящем году, праздновалось столетие. В ушедшем году. Да, Льва Николаевича Гумилева. Я имел честь быть приглашенным на этот юбилей в Санкт-Петербург. Да, его влияние переоценить невозможно. По сути, вот то евразийство, о котором говорил он заново поднял, в общем-то, достаточно узкое интеллигентское течение евразийства на очень высокий уровень, а главное, сделал так, что о нем заговорила вся страна. И те, кто и понимал его труды, и не понимал его труды. Вот для нашего разговора здесь же важно что? Почему люди так откликнулись на учение Гумилева? Да? А потому что в те годы, когда оно достигло пика популярности, у нас как раз происходил страшный распад сам по себе, да? Вот это крушение общенациональной советской идентичности. А люди спешно искали что-то ей взамен. А почему искали? Потому что понимали, что мы выстоим только вместе в действительности. Ведь могли просто сказать, ну ладно, хорошо, давайте цивилизованно разведемся или не очень цивилизованно, как в Югославии, по-разному, и разойдемся. Сейчас все понимают, так не годится. Нужна именно интеграционная стратегия. Вот. И именно поэтому все, абсолютно все, в том числе вот и тоже Прохоров, вынуждены свои мемы обязательно облекать такими благими намерениями. Ведь он тоже говорит, что якобы это будет объединять. Якобы отсутствие национального деления будет объединять. Оно объединять не будет, потому что каким же это, позвольте себе образом? Если взять и переименовать, например, субъекты, да, то есть ты просто отказываешь в Башкирии, в Татарии и так далее в праве на существование, да, и говоришь, что вы не успокойтесь, мы вас там потом уважим, все будет хорошо. Во-первых, кто вам поверит. А во-вторых, разве этим уничтожаются конфликты, те же самые межнациональные конфликты, которые... Не, ну, допустим, в той же Кандапоге там нет автономного устройства. Да. Вот именно. Конфликт вот есть. этот пример я всегда и приводил. Вот. Потому что конфликт зависит не от названия, вот, а от существующих условий, Тогда которыми почему надо нельзя работать. поменять название? Просто создать Министерство национальной политики, работать, как Конечно. вы говорите, ежедневно. Конечно. Насколько это реально? Конечно, конечно. И, в общем-то, вот этот идеологический шар, когда он был заброшен, он вызвал вполне однозначную реакцию. Но беда в том, что эта реакция, она по-разному отражается вот внизу. Внизу вот, все примерно одного мнения, да? Даже средние свои, выше средние свои. А наверху совсем иная картина. Там вот эта квазилиберальная, радикал-либеральная идеология, она очень сильна. И у того же Путина, вот, у него постоянно... Несмотря на жесткий характер, да? А? Несмотря на жесткий характер и несмотря на его видение крепкого государства. Знаете, поверьте, что даже Сталин, например, да, он не мог не учитывать мнение своих соратников. Более того, он стал Сталин именно потому, что умел их учитывать. Не говоря уже о Путине и о других людях, которые обладают меньшей властью. Вот. И, естественно, вот посмотрите на любую его речь, хотя бы на последнее послание. Ведь оно состоит очень часто из совершенно противоречащих друг другу кусков. Да. Например, то мы соединяемся в СССР-2, да, продолжаем этот курс, и тут же одновременно вводим жесткий визовый режим. Да, для наших братьев фактически Узбекистана, да, допустим, Таджикистана. Да нет, дело даже не в этом. Оба этих суждения имеют право на существование, свою аргументацию имеют, но они несовместимы, понимаете. Или мы СССР-2 делаем, или мы визы вводим. Это же разные вещи. И так далее. А это о чем свидетельствует? О том, что вот эти борьба между консерваторами, грубо говоря, и радикал-либералами, вот, она сейчас в таком состоянии, что он, грубо говоря, вынужден сидеть вот на двух стульях. То есть это вечная борьба русофилов и западников? Можно и так сказать, но сейчас она достигла своего апогея, можно сказать. А Путин, как человек прагматичный, вот почему на него сильно надеяться? Он не радикал-либерал. Он либерал в душе, можно сказать, по крайней мере, по его высказываниям. Но он прагматик. Он понимает, что чисто либеральная идеология, квазилиберальная, вот эта радикальная, которая 20 лет питается власть, население ее не принимает. И нельзя только на него опираться. И поэтому мы должны что делать, я считаю? Доносить свое мнение, и свое личное мнение с аргументацией, понятной властям. Вот в образовании то же самое происходит. Почти все общества придерживаются консенсуса, что то, что творится с образованием, это безобразие, это неправильно. Да. Но продолжают упрямо делать то же самое. Это делать, да, согласен. Вот. Я спрашивал у Сергея Георгиевича Карамурзиева в свое время по этому поводу. Я говорю, вот вы говорите, что нужно продолжать разъяснять и так далее. Я говорю, ну сколько же можно разъяснять, если не понимают? Вот. И вы же разъясняли, и Малинецкий разъяснял, и учителя простые разъясняли, чуть не на коленях стояли. Ну, помогите, сделайте что-нибудь. Сейчас тоже на уровне вузов. Да? Уже опубликовано заявление ученого совета филфака МГУ, высшего строения университета. Что они не согласны с этим? Где они что сказали? Что состояние образования катастрофическое. Это, знаете, не простой мем, это не агитка.
Это не оппозиционеры говорили, это люди облеченные. Это просто ужасно, потому что это то поколение, которое через 20 лет придет к власти. Совершенно необразованное поколение. Просто, Азат, у нас не так много времени осталось до конца передачи. Вы обозначили риски, которые нас ждут, и хотелось бы обозначить какие-то, ну, все-таки возможности улучшить ситуацию в национальной политике, потому что я думаю, что мы напугали достаточно наших зрителей. Я так скажу, что, понимаете, существует еще один консенсус всего населения. А именно того, что мы должны жить вместе. Да? Это уже большое дело. И именно поэтому все пытаются как-то донести свою точку зрения, вот это так, очень чтобы хорошая не мысль. разрушить страну. Мы должны жить все вместе. Я думаю, что на этом наши соображения мы закончим. Так как истекает время передачи, мы прощаемся с вами. Это была программа «Сообразим на троих».